Добрый вечер, уважаемые сограждане. Сегодня мы поговорим о генофонде татарского народа. Гостем студии является администратор татарского ДНК-проекта Максум Акчурин. Здравствуйте, Максум. Добрый вечер. А поддержит сегодняшнюю нашу беседу кандидат исторических наук Исмагил Гибадуллин. Здравствуйте, Исмагил. Здравствуйте. Ну, прежде чем начать нашу беседу, хотелось бы выяснить, с какой целью по всему миру сейчас происходит ДНК-исследование. Ну, ДНК-исследования, область ДНК-исследований разные бывают. Мы говорим только о такой области, которая называется в последнее время ДНК-генеалогия или генетическая генеалогия, то есть та, с помощью которой мы можем определить родство. Родство между людьми, между различными людьми. И, я так понимаю, видимо, в более глобальном масштабе, да, то есть родство не только между людьми, но и между народами различными, там пытаются, видимо, да, анализировать, обобщать. Ну, все правильно, то есть от частного к общему, то есть мы проверяем, вернее, получаем результат там конкретных людей, а в итоге в совокупности мы можем говорить о происхождении целого народа. Ну вот удивительными оказались исследования рода Рюриковичей, которые полностью опровергли славянофильскую, да, теорию происхождения русского государства и доказали нормандскую теорию, поскольку ближайшими родственниками первых русских князей оказались шведы. Насколько интересно исследование чингизидов? Там что-то интересное выявилось, что-то интересное, какие-то, может быть, сенсации или еще что-то? Ну и по Рюриковичам, на самом деле, тоже там не все так однозначно, то есть определилось несколько ветвей и совершенно разного происхождения. Вот. О чем это говорит? О том, что чем знатней род, тем как бы у нас больше разнообразия. Такая же история и с чингизидами. С чингизидов проверяли наши казахские коллеги, своих казахских чингизидов. Там выявилось тоже несколько веток чингизидов и несколько Точнее, родов. не веток, а точнее абсолютно разных гаплогрупп, да? Нет, их несколько как бы родов, они имеют происхождение там, от одного предка, от Чингисхана, да? Но как выяснилось, что все эти рода тоже между собой не такие уж и родственные, да? И вот там та же тенденция, чем более знатный род, тем более он разнообразнее. Поэтому выделить из этих родов, какой истинный чингизидский, к сожалению, в настоящий момент не получается. Ну, то есть по чингизидам пока непонятно. Ну, тогда по Рюриковичам, насколько я понимаю, все-таки вот эта шведская линия, она более древняя, как выяснилось, а вот те, которые выявились, другие веточки, которые не имеют отношения к шведам, если я правильно понял, они более поздние, и каким образом затесались они к Рюриковичам, сейчас уже, наверное, никто никогда не узнает правду. А теперь как бы вот хотелось бы все-таки вернуться к чингизидам и уточнить. Мы знаем, что в Казанском Кремле, в Московском Кремле лежат останки казанских ханов. Они тоже чингизиды. А не было ли желания проверить их, протестировать, посмотреть, какой у них ДНК? Это было бы очень интересно. То есть пока таких исследований, насколько мне известно, не проведено, это, видимо, с определенными сложностями и техническими в том числе, чтобы проверить останки. Вот. Но было бы интересно, они действительно чингизиды, мы бы сравнили их с теми же казахскими чингизидами. Вот. Но я надеюсь, в ближайшее время, может быть, что-то в этом направлении сдвинется. А вот среди современных татар имеются потомки монгол или, может быть, вот чингизидов, ну хотя бы казахских, которых мы сейчас знаем? Ну вот, если сравнивать с казахскими там, ветками, да, то среди татар их не обнаружено. Ну, на самом деле, и исторически их и не должно быть. А вот монгольский компонент среди казанских татар, среди мишарин присутствует? Ну, скажем так, не монгольский, восточный или дальневосточный, да, ну, возможно, который характерен был и для там, монгол или древних монгол, скажем так. Такие компоненты встречаются и у казанских татар, ну, то есть у восточных, и у западных татар, которых сейчас принято называть мишарями. Такие компоненты встречаются. Но они, конечно, не преобладающие, не доминирующие, но вот эти именно древние восточные следы вот у татар есть.
Ну вот раз мы вспомнили о чингизидах, то мне было бы интересно узнать также еще о другой категории, так сказать, татарской феодальной элиты 15-16 веков, как саиды, то есть, которые считаются потомками пророка, соответственно, они должны быть носителями какого-то семитского или арабского гена. Ну вот, То к есть, сожалению, таких достоверных сиидов у нас не проверено, хотя у татар есть они, Шакуловы там взять, да? Так в Елабуге объявились. Вот, надо их обязательно уговорить, Они протестироваться. якобы потомки Абу Бакра. но это не саиды, потомки Абу Бакра это... Ну, а там, Потомки Али. Сииды — это А, потомки потомки Али. Али и Фатымы. пардон, я немножко запутался. Но, тем не менее, интересно было бы, наверное, посмотреть и потомков Абу Бакра. Но вот у нас есть один очень интересный результат. Вот есть такая древняя фамилия татарская, Чанышева. Они происходят от касимовских татар. И в Касимове, ну, мы знаем, что действительно жили сииды, те же Шакуловы, допустим. Это известный род. И результат Чанышева, он оказался, ну, близкий к таким же результатам, которые имеют арабы, да? Ну, то есть среди арабских народов, характерно, скажем так, да? И у нас сначала возникла мысль, а не сиит ли, не потомок ли сиидов Чанышев. Хотя очень древний род, очень интересный род. Значит, есть предположение, что Чанышевы — это потомки некого Джанишбека из рода Аргын. Джанишбек упоминается в древней летописи Кадарибека, ну не древней, летопись написана в 1601 году, тоже жителем Касимова, он из рода Джилаир, Кадыр-эль-Бек, и там упоминается некий Джанишбек. Он участвовал в воцарении Ураз-Мухаммеда. И, значит, по родословной Чанышевы являются потомками этого, потомками некого князя Чаныша. И очень созвучно вот с этим Джанишбеком. Поэтому мы предполагаем, что Чанышевы — это все-таки потомки из рода Аргын. Но получились они близкие вот к арабам. Да? Но вот что интересно, значит, мы проверили крымского татарина с фамилией Аргинский. То есть фамилии у крымских татар, вот такие как Аргинский, означают, что они потомки Мурс из рода Аргын. И вот что интересно, результат совпал. То есть мы здесь делаем какие выводы? Что, во-первых, Чанышевы — это потомки аргынов. Во-вторых, эти аргыны родственны аргынам крымских татар. То есть, ну, возможно, происхождение не от крымских татар. Ну, то есть из Крыма в Касимов переселились там и образовали род Чанышевых. Вот. Но, тем не менее, сами аргыны, да, они не характерны там для кочевых или тюрков. Вот с этой гаплогруппой. Ну, то есть вот с этим происхождением, близким к арабскому, да. Вот. Тем более большой род аргынов существует там среди казахов. У казахский проект очень такой обширный, они очень много аргынов проверили, и они с казахскими аргынами не пересекаются. Ну, возможно, какой-то из там арабских шейхов, ну, я просто как предполагаю, то есть у нас это, ну, просто версия такая, да, возвысился и стал кочевым, ну, во времена Золотой Орды, может быть, при Узбек-хане, да, возвысился и стал одним из кочевых беков. Ну, там на самом деле много каналов могло быть Ну да. для проникновения Ну этих вот элементов. факт того, что это не какой-то там из Монголии пришедший. А среди известных представителей татарских княжеских родов Мурс, вот если возвращаясь опять к чингизидам, есть какие-то восточные гаплогруппы, близкие к монголам, с того ареала? Есть, но у нас как бы прямых пересечений с монголами нет. Но из этого ареала есть. И пока по предварительным данным, ну, вот, например, Мангушевы. То есть у нас один из представителей того рода протестировался. Вот, значит, близких совпаденцев нет. Но вот немножко отвлекусь. Значит, как мы вообще делаем анализ? То есть какой человек имеет происхождение, восточное или там европейское, да? Только на основе сравнения.
То есть вот мы получили какой-то результат, и этот результат мы можем сравнить там, ну, скажем так, с условно мировой базой данных. Да? То есть какие-то результаты, они вот в интернете появляются, существуют открытые базы данных. Мы сравниваем и смотрим, для кого характерен вот такой результат. Вот. И мы видим, что, допустим, близкий результат, ну или там далекий результат, но общий предок с этими людьми, может быть, он очень давно жил. Ну, он жил, скорее всего, там на Востоке. Ну вот. Мгм. Вот такой еще вопрос. Вот мы тут сидим, три татарина, да? И антропологически мы очень разные. Как и вообще весь татарский народ. Вот я ярко выраженный азиат, у вас европейская внешность. И если мы посмотреть на современных татар, среди них очень много и белокурых, голубоглазых, с белой кожей, да, людей. Очень много с азиатскими, да, там, с узкими глазами, с черной кожей, с карими глазами, с черными волосами, да, то есть, ну, у нас просто удивительное разнообразие, пестрота антропологическая. ДНК-исследования сейчас как-то это уже могут объяснить, вот эту пестроту внешнюю? Ну, пестрота о чем говорит? О неких сложных этнических процессах формирования, да, народа. То есть о этногенезе, о сложном этногенезе, о многокомпонентном этногенезе, да, которые нам дают разные там восточные, европейские черты. Собственно, и результаты вот этих ДНК-исследований тоже говорят о том, что компонентов существует среди татар очень много. Причем сказать, какие из них доминируют, вот, на сегодняшний день нельзя. То есть большой, очень большой набор различных компонентов. Есть и восточные, есть европейские компоненты. Ну вот если вы спросите, какой преобладает, как я сказал, ни один из компонентов не преобладает, да? Но вот если по совокупности взять, то мы можем сказать, что современные татары, скорее всего, являются потомками домонгольского населения, то есть до пришествия Батыя, то есть местного населения Поволжья. Не, ну если мы знаем, что у нас шло переселение народа с востока на запад, и откуда появились азиаты на территории современного и Татарстана, и вообще российской равнины, да, то есть тут все понятно. А как могли появиться европейцы? Был обратный исход из Европы на нашу территорию? Ну, скорее всего, миграции, по крайней мере, результаты об этом четко говорят, что миграции были разносторонние. То есть мы можем четко говорить, что у нас среди татар присутствует достаточно значительный компонент людей, которые очень родственны по мужской линии с европейцами и с европейскими народами. Да. Но это характерно не только для татар. А если сравнивать набор, у меня есть очень такой интересный товарищ, который, когда говорит про гаплогруппы народов, он говорит, что любой народ это как суп, да? Немножко туда бросили морковки, немножко капусты, да, вот, и разные пропорции получаются. Вот, и каждый народ это тоже такой вот определенный суп или винегрет, где очень салат, где абсолютно собрались разные компоненты. А если сравнивать набор гаплогрупп, которые характерны для казанских татар и для мишарей, насколько разные это наборы гаплогрупп? Они пересекаются или не пересекаются вообще? Ну, я бы не стал вот сильно выделять там казанских татар, там мишарей, да. Есть различные локальные группы, которые формировались там, ну, еще в средние века, скажем так, да. И казанские татары, это тоже нельзя сказать, что это одна монолитная группа, да. Тем более у нас есть еще и каринские татары, то есть там компонентов тоже много. Но что касается именно набора компонентов, да, то набор компонентов, он одинаков. И причем он одинаков, вот я уже начал говорить, он одинаков не только для татар, но одинаков для как бы всех народов, ну вот этой части Евразии, то есть Поволжья, и, ну, других тюркских народов, если мы говорим именно о тюркских народах, других тюркских То есть вы народов говорите Европы. сейчас о чувашах, башкирах и татарах, я правильно понимаю? Ну, Еще шире. шире, Целом, да, я говорю шире, там и нагайцы, мы говорим и не только о тюркских народах, там и есть Эрзия, Мокша, там марийцы, да, то есть, собственно, набор
компонент одинаковый, но он хоть и одинаковый, но распределен он по-разному. И если мы говорим о как бы прямых пересечениях, близких пересечениях, то близких пересечений пока, ну, что такое близкие, там, в пределах 1000 лет, в пределах 500 лет, да? О том, что есть близкие пересечения в таком массовом порядке, пока трудно говорить. То есть единичные есть. То есть, если я правильно понял, набор у нас, у наших народов по Волжье примерно одинаковый, но наши общие предки жили 2-3 тысячи лет назад. Может и больше. Может быть и больше. Может и больше. Мгм. А очень много разговоров идет о булгарах, о булгарском происхождении, на статус потомков булгар претендуют и чуваши, и казанские татары. А если сравнить гаплогруппы чувашей и казанских татар, они насколько близки? Ну, опять мы говорим о гаплогруппах, то есть вот такие, это категории такие. Ну, так очень скажем, родство, обобщенные. насколько близкое родство у казанских татар и чувашей? Ну, к сожалению, результатов именно чуваши пока, ну, мне не очень известны. Какие-то там научные публикации. То есть результаты общие есть. По компонентам, набор компонентов, ну, более-менее понятный, это общий компонент, да? Но близких я пока, вот, и, по крайней мере, из наших проектов, вот открытых, да, близких пересечений не видно. Единичные есть, единичные есть со всеми окружающими народами. А вот что это означает, что нет близких пересечений? Нет близких пересечений. Это означает, что мы говорим о народах, то есть чуваши, татары, этносы. Чувашский этнос, он когда сформировался? Татарский этнос, когда сформировался? Это категория, там, ну, не больше 1000 лет, правильно? Вот, то есть, значит, вот в этой нашей истории, которая фиксируется там письменными источниками, там, ну, или уже как бы в составе российского государства, то есть уже таких вот больших смешений не было. То есть, потому что я так понял, что состав вот этих различных гаплогрупп, этнических вот этих элементов, примерно один и тот же у разных народов вот, европейской части России, но близких пересечений нет. То есть они сложились в таком составе вот, когда-то уже в какой-то, достаточно да, давно. в какой-то древний период. Причем получается очень интересно, что народы успели перемешаться достаточно сильно во время не зафиксированной письменными источниками. То есть в те времена, когда еще национальности не было Нет, такого понятия, да? Или государственности еще государственности. Этнос — это природный. Ну, трудно спорить, конечно. Есть разные термины этносов, да? Но этносы, они существовали всегда. Но наши предки там 2000 лет назад, 3000 лет назад могли принадлежать разным этносам. 1000 лет назад мы могли к одному этносу относиться, там 2000 лет назад к другому этносу относиться. Не мы, а вот предки наши. Мы говорим о предках по прямой мужской линии, потому что когда мы сейчас о ДНК-исследовании рассказываем, говорим только об изучении Y-хромосомы, которая передается только по мужской линии, да? От отца к сыну, деду, ну и так далее. Мгм. А насколько разнообразна ДНК именно татар? Вот если взять татар, вот в нашем вот этом винегрете, как много различных гаплогрупп, и не только гаплогрупп, я так понимаю, и сами гаплогруппы делятся там на массу веток различных. Вот насколько оно разнообразное? И насколько экзотичны, наверное, сами гаплогруппы. Да, Которые... возможно, и Согласен. присутствуют у нас там экзотические какие-то, действительно. У нас очень большой набор. Делать какие-то обобщенные выводы пока тяжело. Даже если сравнивать с проектами, ну, достаточно такими большими, удачными проектами, там, вот наших соседей, там, казахов, к примеру, или башкир, вот, у нас что не новый результат, то какая-то новая ветка. Каждый татарин уникален у нас. Получается, пока да. То есть обычно считается, что вот 500 человек мы проверяем, и уже можно составить там картину вообще о целом этносе, да? Но думаю, что нам 500 человек не хватит. У нас сейчас в проекте, ну, мы говорим про открытый татарский ДНК-проект, в котором тестируются простые люди, и они просто показывают свои результаты. То есть мы не говорим о каких-то массовых научных выборках,
Ну вот в этом проекте очень много у нас разнообразий. Есть веточки, где что-то понятно, какие-то выводы можно сделать. Есть ветки вообще реликтовые, уникальные. Но тем не менее, мы не можем сказать, что, для нас это как бы недостаточно, что татары это просто каша, да? Этого недостаточно. Нам нужно изучать каждую эту веточку, нам нужно понимать, откуда они пришли, с каких миграций. Ну и это даст ответ, наверное, примерно, когда они пришли. А вы сказали, что нужно протестировать для каких-то там определенных народов 500 человек достаточно. А сколько вы сейчас уже... А для нас, наверное, вообще и 1000 нужно для татар, да, чтобы общую картину представить. А сколько в ДНК-проекте на сегодняшний день, в татарском ДНК-проекте есть уже татар? Более 250, может быть, уже 260 человек. То есть, в принципе, достаточно еще мало. Тут с какой стороны посмотреть? Вроде как в масштабах как бы численности, общей численности, конечно, мало. Вот. Но на самом деле мы еще получим какое-то количество новых веток, и дальше уже при какой-то большей выборке, ну, условно говоря, там больше 500 человек, все результаты у нас начнут повторяться. То есть вы ждете такой момент, когда наконец-то пойдут повторы. А если посмотреть какие-то последние исследования, выявлены какие-то новые гаплогруппы, то есть вы думали, что их среди татар нету, а потом проверили какого-то человека, бац, еще один вышел уникальный представитель. Вообще уникальных веток много. Каждая ветка можно тоже сказать, что уникальна. Но, тем не менее... я имею в виду сейчас какие-то редкие, вообще очень редкие для татар гаплогруппы. Вот какие-то такие выявляете вы? Да у нас попадаются, то есть попадаются постоянно. Попадаются постоянно, в каком смысле редкие? Мы же говорим о сравнении, и попадаются результаты, вот результат это называется словом гаплотип. Попадаются гаплотипы, которые ни с кем не сравниваются. То есть в базах данных нету, да. И делать вывод мы можем сказать, да, 10 тысяч лет назад предок этого человека по мужской линии жил на Ближнем Востоке. Собственно, с точки зрения происхождения этноса татар или даже происхождения его рода, это нам ни о чем не говорит. Понятно. Я вот хотел такой момент выяснить еще. То есть если у татар, как мы сказали, это некий винегрет, то есть очень большое разнообразие этих гаплогрупп, то есть ли какие-то этносы, хотя бы вот в нашем окружении, у которых более-менее однородный состав, там, вот их можно считать там, относительно более однородными, там, меньшее количество этих гаплогрупп? Да, то есть нам бы, конечно, хорошо видеть результаты и наших соседей. Вот, но, к сожалению, соседей у нас не так много протестированных, у них свои проекты там. Ну вот у Чувашии проекты. Проект появился, там, вот хороший проект у башкир, но вот марийцев, допустим, мало, там удмуртов мало. Кстати, по удмуртам-то как раз я слышал, что они более-менее однородные. У них какая-то гаплогруппа, по-моему, доминирует чуть ли не 50%. Ну, возможно... Я тоже слышал об этом. Возможно. Это в научных публикациях. Но в идеале, даже если мы протестируем всех татар, то есть мы получим набор, результаты всех татар. Но нам нужно, чтобы делать анализ, нам нужно набор всех наших соседей и других тюрков. Чтобы можно было с чем-то сравнивать. Чтобы можно было с чем-то сравнивать. Угу. А вы когда проводите исследования и видите ситуацию, что каждая локальная группа, как вы сказали, она уникальна, да, в том числе и мишари, они уникальны. То есть, если я правильно вас понял, что, в принципе, мишари и казанские татары, они, отличаются. Есть там при одинаковом наборе, да, то есть гаплотипы там, видимо, разные, если я правильно понял. Вы не боитесь, что татарский ДНК-проект может расколоть татарский народ? Вопрос правильный, скажу так. Если посмотреть на существующие результаты, но у нас их не так много, да, пока. Вот то, с чего вы начали, там, сравнивая мишарей там, и казанских татар. Ну, я бы сказал так. Вот если мы берем о именно исторических областях, то нам более тут важно заказание, да?
то есть там, сердце Казанского ханства. Вы говорите про казанских татар имеете, да, в первую Да, очередь? да. Мгм. И если мы сравниваем их с татарами, там, темниковские, вот, кадамские татары, да, ну, можно даже там нижегородцев взять, то на сегодняшний день у нас прямых пересечений нет. Но это именно в этих исторических областях. Но если мы возьмем уже Аксубаевский район, Чистопольский район, я уже не говорю про Башкирию, то там уже мы встречаем и заказание, и мишарей, то есть там уже идет вот, как бы все перемешано. Дело в том, что и казанские татары, вернее, татары заказания, собственно, как и вот западные татары, они, мы все время об этом говорим, что они неоднородны. И мы можем выявить, что там одна деревня, в ней преобладает один набор гаплогрупп, а другая деревня — другой набор гаплогрупп. При этом вопрос такой встречный: разрушаем ли мы нашу этническую Ну да, то есть они идентичность? говорят на одном диалекте, они, в принципе, одинаковы по ментальности. Ну, понятно. Тут нет, это очень интересный, очень важный момент. То есть нам надо понимать, когда мы говорим о ДНК-исследованиях, что вот наш результат, ну, вот Y-ДНК, не является этническим маркером. Это не этнический маркер. Это дополнительный инструмент в понимании нашего происхождения каких-то именно определенной части наших предков. Да? Вот мы говорим вот в данном случае именно по мужской линии. Да? Вот. А историческая наука сейчас насколько серьезно относится к этим ДНК-исследованиям, поскольку они проводятся биологами, а историки привыкли работать больше с архивными документами? Насколько историки интересуются этими исследованиями, и насколько они вообще готовы пересматривать какие-то свои взгляды, если есть такая необходимость, в результате этих исследований? Я думаю, в последнее время интерес и понимание историков увеличивается, понимание важности инструмента ДНК. Но это только один из инструментов. Да? Но вы правильно сказали, то есть биологи нам дают результаты. В интернете полно интерпретаций. Интерпретируют там любители, вот я получил результат, и я сравнился себя. Вот я вот на своем примере скажу. Я получил свой первый результат, и у меня были мои близкие совпаденцы от Индии до Великобритании. То есть я мог фантазировать, откуда пришли мои предки, как угодно. Да? Но в том-то и дело, что именно без научного подхода, тем более без историков, которые понимают, как происходили исторические процессы, мы никуда не денемся. Дело в том, что мы получаем результат современных людей. А откуда все-таки ваши предки-то в итоге пришли? Вы же разобрались, наверное, нет? С Англии или из Индии? Общий предок у меня есть. Общий предок у нас есть. И тех, кто живет в Индии, и тех, кто живет в Англии. Этот предок жил очень давно. Это было несколько тысяч лет назад. Откуда пришли как бы в исторически образимом времени, да, это, в принципе, удалось нам вот сейчас понять. Откуда пришли, кстати? Из Европы. То есть ваши предки пришли из Европы? Да. А откуда из Европы, примерно понятно? Из Европы трудно сказать. Вот эта гаплогруппа, которая вот, получилась у меня, на самом деле она получилась у многих, не только там у меня, у многих фамилий, у многих татарских фамилий, они и так родственны между собой, получили вот эту вот гаплогруппу, как у меня. Это и Яникеевы, и Ингалычевы, Тенишевы, Кудашевы, очень много. Бибарсовы, Давлеткильдеевы, Кудяковы. Значит, с европейцами у нас есть общие предки, но те более-менее близкие европейцы, с которыми мы вот себя можем сравнить, живут в маленьких пропорциях, но по всей Европе. Поэтому сказать именно с какой части, они живут в Испании, там, в Англии, в Италии, то есть сказать, из какой части Европы. То есть, скорее всего, речь идет о каком-то доиндоевропейском субстрате Европы, население, которое там жило до прихода индоевропейцев. Скорее всего, да.
И это какой-то древний, и сама миграция какая-то древняя. У нас здесь, в Поволжье, ну вообще вот в Евразии очень много древних следов европейских миграций. А вот, вот это открытие европейское вам не мешает себя чувствовать татарином? Мы опять же говорим и возвращаемся, что Y хромосома, то есть результаты Y ДНК, они не являются этническим маркером. Вот. Ну, вот, да, вот такая у нас часть нашего татарского народа. Ну, по крайней мере, вы знаете, что... Категория этничности совсем это... Ну да, я совсем понимаю. Просто другое. я хотел сказать, что однозначно просто ваши далекие предки говорили не на тюркском языке, видимо. Далекие, да. А сейчас в интернете очень много всяких спекуляций, связанных вот с этими ДНК-исследованиями, которые, вот, как вы сказали, придумывают любители. И даже мне попадалось, что гаплогруппа R1A, которая характерна и для татар, и для киргизов, и вообще для многих народов, начали называть славянской. И подобного можно найти в интернете очень много. Как простому человеку, который хочет разобраться в ДНК-генеалогии, понять, кого слушать, кого не слушать, что читать, что не читать? С R1A действительно такая сложная история. Эта гаплогруппа характерна для славян, ну, для Центральной Европы, скажем так, да, и в том числе она преобладает у славян. Но гаплогруппа древняя, и в последние годы удалось разделить ветки европейские от восточных веток. То есть, потому что они преобладают и у жителей Индии, насколько я понимаю, да, ну, у каких-то каст там определенных, они преобладают и у киргизов, по-моему, там зашкаливают они. Мы можем и у монгол обнаружить. Мы можем гаплогруппой R1A. Кстати, вот есть интересный результат. Значит, это монгол, и эта группа монгол, она относится к клану татар. Вот. Сейчас, которые проживают. Сейчас они живут во внутренней Монголии. Вот, значит, протестировался один из представителей вот этой группы, и выяснилось, что близкие совпаденцы, которые у него есть, это только, их не так много, но это только татары Поволжья. Ну, если уж говорить конкретно, это вот это Мишари из Ульяновска. Они живут в Чувашии, Ульяновской области, точно с территории бывшего Симбирского уезда. А Интересно. это какая гаплогруппа? R1A. Вот в этой связи у меня тоже интересная есть, так сказать, ремарка. То есть в декабре 2013 уже года от Академии наук Республики Татарстан была отправлена экспедиция в провинцию Гулистан Исламской Республики Иран для изучения местной группы туркмен, которые называют себя татар. Такое у них вот родовое имя татар. И, значит, там представители, так сказать, местные по-моему, все-таки руководство провинции, они сказали, что у них есть центр, который занимается изучением именно ДНК-генеалогии, и вообще у них как-то в провинции с этим делом все очень хорошо обстоит. И они приглашали к сотрудничеству. Ну, у нас не было специалистов, там, кто мог бы об этом профессионально поговорить. Приглашали к сотрудничеству в этой области, чтобы определить все-таки вот эта группа туркмен под именем татары, она имеет какое-то отношение. Ну, было бы очень интересно. Но я сам лично был знаком с одним, значит, гражданином Сирии. Там в Алеппо тоже есть, значит, группа туркмен, сирийских туркмен, тюрков-агузов, которые себя называют татар. Он провел значит, так сказать, сдал эти анализы и получил результат, по которому, как он сказал, во всяком случае, ближайшее родство у него именно с поволжскими татарами. Очень интересно. Да. Вот что выясняется у нас тут в прямом эфире. Я надеюсь, после программы вы на эту тему пообщаетесь еще, и я надеюсь, что мы узнаем об этих туркменах, и, может быть, будут посвящены этому и публикации, может быть, наши программы. Я хотел бы такой сейчас вопрос задать. Вот насколько изменило представление о происхождении татар ваша работа? Ну, я бы сказал, не моя работа. Вообще, вот
те, что появляются у нас результаты ДНК-тестирования, да? То есть или вот результаты вот, ДНК-исследований, скажем так, да? Что можно сказать? Во-первых, уже никто не скажет, что однозначно татары это, допустим, пришли из Монголии, или татары это там отюреченные финны. Эти теории, такие прямолинейные, примитивные теории не работают. Или что мишари это потомки финнов. Кстати, среди мишар практически ни одного родственника финнам не обнаружено пока. Вот. Это тоже результат. Это тоже результат. И вообще я прихожу к такому выводу, что чем глубже исследования, а в последнее время появились инструменты, они с каждым годом как бы все становится доступней, мы более глубокий можем делать анализ. И вот на основе вот этих более глубоких анализов я прихожу к выводу, что в конце концов данные, исторические данные, они более-менее начинают коррелировать с данными с ДНК-исследований. И с другой стороны, как бы результаты ДНК-исследований, они дают вопрос уже историкам, чтобы историки смогли объяснить, там, ну, почему у нас появилась определенная там гаплогруппа. То есть в целом ваше ДНК-исследование не противоречит нашему представлению об истории татар? Не противоречит. Я даже более скажу, что ДНК-исследования, они показывают и вот даже ярко демонстрируют о сложности процессов вот, этнического формирования. Они не примитивные, что вот мы потомки там, каких-то там древних народов, и сейчас мы все... Очень хороший пример те же венгры взять, да? ДНК, результаты венгров показали, что в общей, большее значительное число венгров это потомки местного населения. То есть они славяне, которые были авенгерены небольшим пришлым количеством Не обязательно венгров, да? славяне, это древнее население. ну, Паннонии. Вопрос, кстати, хороший. А кто такие славяне, которые живут там, вот, южные славяне, да? Они отличаются от западных славян, потому что там характерны местное население, более древнее местное население. Вот. Поэтому вот То есть венгры, у разных славян разный набор ДНК тоже. да. И венгры получились потомки местного населения. И только вот там несколько процентов видно, они там есть разные линии, да? Есть даже, которые там пересекаются четко с уграми, есть там с кыпчаками. Это о чем говорит? О том, что чтобы сменить полностью свое этническое, как это сказать правильно, свою этническую идентичность, да, достаточно было появиться там в небольшой группе пришельцев. И они смогли полностью изменить этнический состав, именно этнический, даже не Поменять состав. этничность местного населения. Да, идентичность. Да, Идентичность. этническую идентичность. Да. Мгм. Такая же история могла, вернее, следы не одной такой же истории именно с поволжскими татарами. А вы знаете, вот чтобы понять вообще, что такое гаплогруппы, а сколько в мире гаплогрупп, и все ли люди, которые живут на Земле, произошли от одного человека? То есть вот эти гаплогруппы это были основаны разными мужчинами, или все-таки все гаплогруппы, они от одного человека? Ну, как говорят генетики, что мы все современные жители, потомки одного мужчины и одной женщины. То есть вот коранические строки о том, что все люди произошли от Адама и Евы, генетика, в принципе, доказала. Она это не опровергает. Ну, по крайней мере, то есть и негры, и китайцы, и немцы, и татары, и русские, и чуваши, мы все от одного мужчины. От одного мужчины. Возможно, в то время, когда жил этот мужчина, наш общий предок всех современных людей, были и другие мужчины. Но история сложилась так, что потомки тех других мужчин не выжили. То есть мы все выжившие потомки одного мужчины. И мы все выжившие потомки одной женщины. Причем возраст этой женщины более старше, чем мужчин. То есть мы потомки не просто Адама, мы все потомки В Нуха. каком смысле? Да? То есть ее индивидуальный возраст. Вот на старше. ковчеге Нух спасся,
получается, что вот, пожалуйста, мы не просто, да, от Адама, мы можем четко сказать, что мы потомки Нуха, а остальные там вот как раз они утонули. Ну, интересно, как бы, когда наука какие-то такие религиозные представления подтверждает для людей, я думаю, это будет интересно и христианам, и мусульманам. Ну, наша программа сейчас уже подходит к концу, и осталось буквально 7 минут до конца эфира. И вот этот промежуток времени небольшой хотелось бы посвятить вашему татарскому ДНК-проекту. Что это такое, ДНК-проект татарский? Татарский ДНК-проект — это объединение людей, которые сделали свой результат, и они объединились, то есть они показали свой результат вот в одном месте. Мы назвали это место, это сайт в интернете, мы назвали его «Татарский ДНК-проект». То есть это частные люди. Это общественная инициатива, получается, да, татар? Да, да. Государством ваш ДНК-проект никак не поддерживается? Государство, понятное дело, его не поддерживает, но помощь нам оказывает, например, тот же Институт истории имени Марджании. То есть у вас как бы есть смычка с исторической наукой, и ваши исследования, они каким-то образом, ну, отслеживаются нашими историками? Да, они открыты. Не только историками, там, но и генетиками, другими, именно учеными. Наши результаты открыты. Наши результаты иногда уникальны, потому что не каждая лаборатория, не каждая российская лаборатория может сделать такой глубокий анализ, как вот в этом проекте получается. А анализы для вас где делаются? Кто их делает? Анализы в основном делаются в Америке, потому что в американской лаборатории, соответственно, это не бесплатно. Вот. А вот еще буквально секундочку, просто скажу, что из себя представляет татарский ДНК-проект. На самом деле он, можно сказать, что разделен на несколько мини-проектов. Мини-проект — это люди, они заинтересованы своим происхождением. Это, как правило, люди, которые занимаются архивами. То есть они, ну, кто профессионал, кто не профессионал, но они именно посвящают часть своей жизни исследованию своих родов, там, составлению родословных. Своих родословных. Они понимают, что ДНК-исследования им могут помочь. Родство там, с другими родами. Ну, вот, чтобы происхождение свое лучше да, там, понять. где нет возможности проверить документально, можно проверить на основе ДНК. Можно сравнить. Ну, вот простой пример. Мы знаем родословную одного рода, а свою родословную мы не знаем. Если мы говорим о том, что мы с этим человеком являемся родственниками, проверяем, ну, на ДНК, значит, мы являемся частью вот этой родословной. Вот так, у нас получается несколько таких проектов, там люди заинтересованные, они тратят свои деньги. А в итоге общая картина получается для всего, скажем так, татарского этноса. То есть, если я правильно понимаю, если мне захотелось проверить свое ДНК, мне нужно будет заплатить свои деньги. Получается, да. И то есть я стану как бы членом вот вашего сообщества, вашего татарского ДНК-проекта. А сколько стоит пройти тестирование в вашем проекте? Ну, вот в этой лаборатории американской, о которой мы говорим, стоимость, у нас курс сейчас доллара такой не очень стабильный, минимального теста от 3,5 до 4 тысяч рублей. Но мы рекомендуем сделать... А минимальный тест — это что такое? Минимальный тест — это 12 маркеров. А это что-то дает вообще 12 маркеров? Вот 12 маркеров, он покажет родство. Вот то, как я говорил, я сделал свой первый тест, 12 маркеров, и у меня родственники оказались от Индии до Великобритании. А чтобы отсечь вот этих далеких родственников и какой-то более-менее результат получить, лучше сделать тест 37 маркеров. Это сколько будет стоить? Это порядка 8 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, там чем больше платишь, тем можно более получить подробную информацию. Да, обычно не останавливаются, одним тестом не останавливаются.
когда появляется там много совпаденцев, мы хотим четко понять, каким мы ближе или каким мы дальше, можно сделать вот дополнительные тесты. А сколько стоит, так скажем, такой самый крутой тест максимальный? Есть очень хороший тест, недавно появился, он называется Big Y. Он нам покажет, да, он нам сделает полный анализ нашего Y-ДНК. И сколько такой тест стоит? Он, если я не ошибаюсь, порядка $575. И то есть люди, которые готовы отдавать такие деньги? Есть люди, которым это интересно. Ну, А что он им дает? Вот конкретно какую информацию может дать человеку? Этот тест, он более точно показывает степень родства и возраст общего предка. То есть мы говорили категориями там 500 лет, погрешность такая у нас была. Здесь уже мы можем более точно говорить. И мы четко понимаем, какая наша ветка. То есть, ну, получается, что татарский ДНК-проект, в принципе, существует за счет энтузиастов, которым интересна своя история, свои корни, Совершенно и которые готовы вот, в качестве эксперимента там, или увлечения, любопытства провериться. А каким образом люди могут с вами связаться, которые хотят пройти вот это исследование? Ну, На хорошо. сайте, есть много способов, да, в основном это интернет, есть ресурсы, ну даже просто можно набрать там в поиске. То есть, в принципе, наверное, Максума Акчурина можно найти ВКонтакте. Да, вы можете выйти на сайт татарского ДНК-проекта, и там контакты администраторов. Но я, насколько понял, там вот сейчас в интернете не один ДНК-проект татарский, да, или уже один остался? Там же, по-моему, несколько было, да, их два, по-моему, или... Ну, начиналось несколько. Сейчас, в принципе, один остался, да? Сейчас существует их два проекта, и там я являюсь администратором. То есть какой ДНК-проект не попадешь, все равно попадешь к вам. Да. Понятно. Ну, я думаю, что мы как бы все вопросы с вами обсудили, и на этом можно нашу программу завершать. Всего доброго, до свидания.